Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой. Чего вы в нем не видите, чего не замечаете, что этот сундучок скрывает в себе. Давайте распакуем и посмотрим, что от вас сейчас скрыто. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, который вас интересует, любимый, нравится, перспективный, да, на примете. Любого мужчину загадайте и давайте будем смотреть. Настраивайтесь, называйте его имя, обращайтесь к высшим силам и спрашивайте, чего я не вижу и чего я не замечаю в мужчине, называйте его имя. Так, я думаю, все уже настроились. Давайте будем смотреть. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Слушайте, такое впечатление, что вы загадали абсолютно нового человека. То есть недавно познакомились и загадали. Либо какое-то поверхностное знакомство, общение, и вы хотели бы узнать человека лучше. Кто-то, в принципе, загадал своего мужчину, но тогда, девочки, вы явно в розовых очках ходите. И сразу хочу сказать, вот ваше видение мужчины, ваше представление об этом мужчине, оно никогда не оправдается. Потому что этот человек, он не такой, абсолютно. То есть, например, вы видите перед собой мужчину, да, смотрите на него, думаете, ну, простачок, да, простачок, обычный мужчина, звезд с неба не ловит, там, ни Казанова, ни там алкаш, да, обычный мужчина. Среднестатистический мужчина, ну, чего от него там ждать? А он, мои хорошие, вас удивит. Ой, как он вас удивит. Смотрите, тут даже вышел его образ. Вот он вышел, смотрите, какой красивый. Говорит, вот он я, смотри, это я. Я другой. Я не такой простой, как ты меня видишь, либо как ты меня чувствуешь. У него какая-то очень сложная архитектура в психологии. Он человек каких-то узконаправленных знаний. Он не дурачок, нет, он не дурачок, но он легко обучается только лишь тем, что ему интересно. Ну, допустим, ему нравится математика, да, он может там любую формулу написать, там физика, он может все это просчитать, там теоремы, все это может доказать. Но при этом он не любит поэзию. И в поэзии он абсолютно невежда, да, может быть, даже и пишет с ошибками. То есть не гуманитарий. Либо наоборот, он гуманитарий, вот, и совсем не технарь. То есть какая-то узость в нем присутствует, но он компенсирует свое узкое сознание высокой степенью профессионализма, да, либо отличным знанием той темы, которая ему интересна. То есть если с ним начать общаться, то никогда не поймешь, что да, в чем-то он не разбирается. Он будет казаться абсолютным гением во всем и сразу. Вот такой человек. Кстати, умеет говорить. Ой, как умеет говорить. Господи, любого уговорит. Даже если человек к нему скептически настроен или там агрессивно настроен, да, он это видит, он вот как-то считывает человека там в течение просто нескольких минут. И да, у него еще есть такой момент, он может переключаться, он пробует разные тактики. Вот, и он находит подход к человеку, он может договориться, на изи договаривается с любым человеком. Вот как-то к себе умеет расположить. Особенно он умеет расположить к себе женщин, мои хорошие, да. Женщины любят умных мужчин и даже те, кто выдает себя за умных мужчин. Ну, вот такие мы женщины, мы же любим ушами. А вот он умеет говорить. Он умеет быть сладеньким, он умеет быть приятным, он умеет быть навязчиво-ненавязчивым. Да? То есть он навязывается, а ты не понимаешь, что он навязывается. Так это вот ловко делает, деликатно это делает. А потом диву даешься. Вот это да. Вот это он молодец. Да? Вот как он хитро там повернул, развернул. Я даже не заметила, когда дала ему номер телефона, да, либо с ним там в кафешке оказалась. Ну, такой проворный, девочки, проворный, очень проворный.
есть у него одна особенность. Он бы мог стать очень успешным человеком, очень успешным. То ли карьеру какую-то нереальную сделать, то ли бизнес там свой поднять там, с нуля и до звезд, понимаете. Но у него есть одна большая помеха. Эта помеха находится у него в голове. Видите, у него в голове коса. Над молотом в голове коса. То есть способный человек, способный работать и добиваться высоких результатов, обречен. Почему? Потому что коса убирает всю, скашивает полностью. Эта коса – это его комплексы какие-то, может быть, даже детские комплексы, либо какие-то его страхи. Ну, если говорить проще, да, человек абсолютно в себе не уверенный, человек сомневающийся, человек, который боится поражений. Вот смотрите, будет у него выбор. Какая-нибудь там, ну, суперцель, да, гениальная цель, там, либо какой-то суперкуш. И ему говорят, да, ты должен рискнуть. Вот, ты должен рискнуть. То есть ты делаешь, у тебя получается, мы тебе выдаем, и тут всеобщее признание. И если не получается, мы на всеобщее признание выставляем твое поражение. Вот что ты выберешь? Девчонки, он выберет уйти. Для него так страшно опозориться, для него так страшно, что о нем плохо подумают, для него так страшно, да, ошибку совершить. Вот. Не доходит до человека, что вся наша жизнь – это сплошное поле ошибок. Мы ходим по этому полю, подрываемся на этих ошибках. Потом, значит, садимся, разбираемся, исправляем эти ошибки, набираемся опыта и идем дальше. Он этого не понимает. Он просто категорически отвергает то, что можно работать над ошибками, что люди могут меняться, что люди в процессе, да, своей эволюции уже столько ошибок совершили. Ну и что, человечество закончилось? Нет. Вы посмотрите за окно, какого прогресса человечество добилось. Он этого не понимает. Вот просто тупо не понимает. Вот такой вот он человек. Может быть, его родители так воспитывали. Может быть, учителя такие ему попадались там в школе, в вузе, которые вбивали ему в голову вот такие, ну, извините, идиотские заблуждения. Но это лично моя констатация, но я считаю, что это абсолютно неправильно. Я считаю, что надо жить полной жизнью. Чего ты не знаешь, иди поучись. А где-то ошибку совершил, поработай, исправь, попробуй еще раз. Да? Либо наберись этого опыта, в следующем деле это тебе поможет. Вот у вашего вот загаданного человека этого нет. Нет и все. Такая сложная у него конструкция идет. По здоровью, смотрите, он сильный, по здоровью он стабильный. Прям, смотрите, лань, олененок вышел такой, или козленок, как правильно сказать. Я забыла, как эти животные называются, с такими красивыми рогами, которые очень грациозные. Вот у него это выходит прям на левом плече, то есть хорош собой, физически здоров, потомство от него хорошее будет, ну, детишки я имею в виду. Вот. Но то, что у него этот страх, он все перекрывает его развитие. Смотрите, мужчине доступна корона, но он ее не может получить. Вот смотрите, чем больше он ее хочет получить, ну, корона – это признание, это возможность, это положение, это статус, тем больше блоков он сам себе выстраивает. Как будто бы, да, отговаривает себя и говорит: о, нет, не получится, о боже, это все узнают, что я там лузер и прочее. И то же самое в отношениях с вами. Девочки, если очень медленно к вам подползает, я не буду говорить идет, нет, это не идет, вот прям подползает, вот так, знаете, в час по чайной ложечке, там по 3 миллиметра подползает. Вот. Причина в том, что он боится, что вы ему откажете. Он не уверен в ваших чувствах, не уверен в том, что вы его будете принимать. Хотите ускорить процесс, берите инициативу в свои руки. Он этому очень обрадуется. Наоборот, это даже, как, знаете, польстит ему его самолюбию. Да, скажет: о, как я хорош, смотрите, она сама ко мне идет. Он не будет думать, что вы вульгарны, он не будет думать, что вы там, ну, скажем так, с низкой социальной ответственностью. Нет, не переживайте. Наоборот, он будет думать, что он молодец, настолько интересный, красивый мужчина, что вот женщина потеряла покой и сон, да, и мечтает быть вместе. Вот это вам, кстати, и подсказочка. Хотите этого мужчину? Так подманивайте, там, звоните, пишите. Вот я соскучилась, хочу повидаться. Ой, мне с тобой так интересно и прочее. Все, он будет бежать, девочки, потому что будет точно знать, что не откажете.
просто не откажете. С этой стороны очень легко им управлять и манипулировать, просто на изи будет получаться. А с другой стороны, девчонки, это большой подвох. Сейчас объясню почему. Смотрите, он очень много красиво говорит о себе, о своем будущем, о том, что он там хотел бы, либо делает, да, к чему стремится, чего добивается. На самом деле, вот под каждым из этих слов, да, нужно ставить огромный минус. Девочки, он будет бояться. Идеи хорошие, мысли хорошие, потенциал есть. Но он будет бояться реализовать себя и реализовать свой потенциал. А вдруг не получится? А вдруг не смогу, а вдруг там где-то кто-то мне откажет, или там снег, град, гололед, а я на коньках кататься не умею. Понимаете? Вот как-то так. Вот. Здесь нужно, конечно, подумать. Просто подумать, как вам лучше поступить. Вот если вы вместе, либо сойдетесь, будете вместе, вам будет хорошо. Вам будет хорошо до определенного момента. Этот определенный момент называется семья. Вот когда вы в семье, особенно если вы, например, работали все время, да, там привыкли себя обеспечивать самостоятельно, а тут вы забеременели, а тут понятно, что вы работать не можете, что вы в декрете, что нужны деньги, причем их гораздо больше надо, потому что там деточки очень много требуют. Сколько там сейчас это еда, памперсы, сколько оно сейчас все стоит. Ну, пойди купи его. Вот. И вы будете ждать, от него ждать. Он будет обещать, он говорит, да, я сделаю, куплю, 5-10. И при этом он будет морозиться. Он не будет ничего покупать, он не будет ничего делать. Будут скандалы, будут неприятности. Вот здесь действительно нужно обратить внимание. Если вы говорите, да ладно, мне все равно, я хочу быть с этим человеком, ну тогда вам нужно будет рассчитывать на себя. Либо найти такой способ, чтобы этого человека раскрепостить, чтобы он так не заморачивался на своих проколах и на своих неудачах. Вот если вам удастся, ну, девчонки, вы просто жизнь ему спасете, ну, серьезно. Вот без шуток говорю. Вот на мой взгляд, ну, вот как бы я поступила, да, я бы, скорее всего, настаивала, да, на том, чтобы мужчина ходил к психотерапевту. Чтобы психотерапевт разобрался с каждой вот этой его колючечкой, да, с каждой этой его занозинкой, с этим каждым его страхом и комплексом. Чтобы вот так потихонечку выдергивали и освобождали этого человека. Либо какие-то мотивационные тренинги, да, где наоборот там, людей вот просто вот как в горячее пламя кидают, говорят, ну выбирайся, давай, выбирайся, мы все тут посмотрим, поаплодируем и прочее, прочее. Есть такие моменты. Здесь надо с ним работать. Лично вот как человек, вот девушка, да, можете ли вы его замотивировать? Любовь его не замотивирует. Вот честно вам клянусь, не замотивирует. Он очень сильно разделяет любовь, да, и свои внутренние страхи. Для него это происходит в параллельных вселенных, понимаете? Тут, значит, я люблю, а там я боюсь. Он никогда не сможет ни выбрать, ни соединить. Вот, поэтому, девочки, если вы психолог, либо если вы увлекаетесь психологией, мои хорошие, ну тогда поищите методы, техники, разберитесь с вашим мужчиной потихонечку, да, как-нибудь там его перенастройте, переиначьте. Либо хорошо было бы вам, например, попасть, может быть, в такую, я не знаю, там есть же страны очень, не знаю, либеральные, может быть, либо страны, где социальное равенство, где не нужно вот это вот человек человеку волк, да, там карьеристы и прочее, прочее. Там, где нет подножек, там, где нет вот этого стремления, там, у кого круче яйца и прочее, прочее. Но надо поискать, девочки. Хороший человек, вот реально хороший. Но, видите, за счет своих комплексов и страхов очень ограниченный он выходит. Очень. Вот. Если он религиозный человек, ну тогда вам повезло. То есть ему религия будет помогать бороться со своими комплексами. Если он не религиозный, потому что я не вижу, честно, я не вижу, мне вообще похож, что человек на деиста. То есть, в принципе, во что-то верит, ну а что это, он не совсем понимает. Да? То есть он по этому поводу особо даже не заморачивается. Может, ну какой-то разум там есть, там типа что-то там происходит. Вот. Ну, как бы мне это не очень интересно. Либо вообще атеист. Это будет еще хуже. Вот, поэтому
здесь надо лишний раз подумать. Хотите стабильности, хотите вот прям такого мужика, который будет на себе вот все тащить, да, тащить, ну как у нас принято. Мужчина берет на себя всю ответственность. Это не он. Сразу честно вам говорю, это не он. Этот больше, знаете, как похож, может быть, на какой-то экзотический цветок, которому нужны определенные условия. Подпитка, поливка, там, освещение, прочее, прочее. Если вы любительница экзотики, если вы не боитесь сложных случаев, пожалуйста, прекрасный вариант. Потренироваться, проявить себя, свои таланты, да? Помочь, опять же таки, человеку избавиться от проблем. Вот, пожалуйста, можно заморочиться, повоспитывать, полечить, похулить, полелеять. Глядишь, что-нибудь выйдет порядочное и путнее. Вот. Если вы не хотите осложнять свою жизнь, ну, девочки, честно, ну такое, плюс-минус 7-8. Если вы заядлая феминистка, кстати, тоже может быть хороший вариант, да, вот он будет просто рад, если вы все возьмете на себя, все на себе будете нести, тащить, вести, а он может вам помогать, он может там подходить по каждому вопросу, хотя тоже задолбет, девчонки. Вы пошлете его мыть посуду, он будет с каждой там чашечкой, тарелочкой подходить и говорить: а вот это чем мыть, а вот это чем вытирать, а можно ли там с каким-нибудь средством его помыть, а правильно ли я сделал, а что я сделал не так, а почему здесь разводы. Ну, понятно, да, мозги может компасировать, дай Боже. Вот, поэтому тут следует подумать, следует задуматься. Мои хорошие, я вам основные моменты дала, я даже не знаю, что можно добавить по поводу этого человека. Тут, понимаете, плюс-минус. С одной стороны, да, он хороший, да, возможно, там вредных привычек у него особо нету, он там не особо конфликтный, он домовитый, допустим, да, любит дома, там не любит гулять с мужиками, там, с бабами, он этим не занимается, не злоупотребляет. Но с другой стороны идет ограниченность у человека. Ну вот такой вот он слабенький. Слабенький на страхе и на какие-то свои комплексы. Вот. Вот идеальной комбинации в этом человеке, к сожалению, не вышло. Если убрать эту косу из его головы, ну, он станет классным, он станет просто мечтой любой женщины, вот честно вам говорю. Даже несмотря на свою немного узконаправленное мышление. Тем не менее, он может это все компенсировать, я уже сказала, да, глубокими знаниями. Либо умением подать себя вот, и тональностью, и краской формы, прочее, прочее. Поэтому подумайте. Вы не зря попали на мою отсыпку. Вы должны были узнать именно вот эти деликатные подробности, особенности вашего мужчины. Ну, я вам все рассказала, все, что вижу, рассказала. Как помочь, я тоже рассказала. Просто других способов и средств, ну, извините, я не вижу. Молитвы тут явно не помогут. Вот. Разве что он сам, я уже говорила, да, верующий, тогда еще надежда есть. Но мне не идет, что он верующий. Может быть, когда-нибудь со временем он станет более верующим человеком, но сейчас нет, я не вижу этого, честно. Вот. Психология, психологи, тренинги, там всякие там личностный рост и прочее, прочее. Но опять же тут особенность, вот если хороший попадется психолог, либо тренер хороший попадется, что видели его основную проблему. Вот это страх, зажатость, закрытость, законсервированность. Если это все убрать, ну все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.